В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Глава Якутии Айсен Николаев озвучил ежегодное послание Госсобранию Илтумен. Какие задачи поставлены? 25 тысяч тонн важного груза примет и доставит в следующем году компания РНГ «Снабжение». О планах предприятия расскажем через несколько минут. Подарки из рук полицейских. Акция «Подари волшебство» проходит в Якутске. «2021 год в Якутии объявлен годом здоровья». Об этом заявил глава региона Айсен Николаев в своем ежегодном послании Государственному собранию Илтумен. Руководитель республики поручил правительству до 1 февраля разработать и внести на утверждение проект стратегического указа главы Якутии в сфере здравоохранения на период до 2025 года. Для координации новой стратегии Илдархан объявила о создании Совета по благополучию и здоровой жизни. В состав будут включены представители профессиональных сообществ, ученые, эксперты и общественные лидеры. Дорогие друзья, якутяне, столкнувшись с тяжелейшими рисками и угрозами здоровью людей, мы должны сделать ответственный шаг и начать преобразование в обществе для сохранения и приумножения благополучия якутян. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека. Нет ничего важнее, чем забота о человеке. Именно поэтому я объявляю 2021 год в Республике Саха-Якутия годом здоровья. Также во время послания глава Якутии Айсен Николаев заявил, что 2021 год станет годом начала строительства Ленского моста. Руководитель региона отметил, что проект сейчас находится на госэкспертизе. В ближайшее время планируется выход на строительную площадку. Также Айсен Николаев озвучил, что по возведению мостов в этом году у республики отличный результат. На федеральной автодороге Вилюй введены сразу 4 мостовых перехода через реки Малая Батуобуя, Тюкян, Улахан-Мугур и Сасар-Юрях. 2021 год, безусловно, станет годом начала строительства Ленского моста. Благодаря прямой поддержке главы государства наш долгожданный проект выходит на этап практического осуществления. При поддержке полпреда президента Юрия Петровича Трутнева Ленский мост включен в национальную программу развития Дальнего Востока как один из крупнейших инфраструктурных проектов макрорегиона. Завершена разработка первого этапа проектно-сметной документации, и проект уже сегодня находится в федеральной госэкспертизе. В ближайшее время уже планируется выход на строительную площадку подготовительных работ. 17 декабря подписано соглашение со Сбербанком России, и крупнейшая финансовая организация страны стала партнером нашего проекта. В своей речи Айсен Николаев особое внимание обратил на экономическое развитие Якутии. В этом году из-за пандемии коронавируса экономика ощутила сильнейший удар. Как важнейшее предприятие региона «Железные дороги Якутии» переживает кризис, смотрите в следующем сюжете. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев подчеркнул, что экономика в этом году ощутила сильнейший удар от пандемии. Но при поддержке государства многим организациям удалось избежать экономического коллапса. Компания «Железные дороги Якутии» потеряла 70% пассажиропотока. Несмотря на это, каждый день четко по расписанию ходят поезда. Но в то же время сильно увеличился объем грузоперевозок, что благоприятно отразилось на устойчивом экономическом положении организации. В 2020 году мы достигли еще одного такого значимого успеха. Мы впервые привезли в Нижний Бестях, в сердце Якутии, первый свой в течение года 1 000 000 тонн грузов. Опыт 2020 года показал, что более 130 тысяч тонн, нетрудно поделить на количество машин на 20 тонн, сколько мы груза загрузили именно в Нижнем Бестяхе. Груз разнообразный, контейнеры, газ, уголь, лес и так далее. Вся номенклатура грузов, и уже вывезли в целом за пределы республики по разным направлениям. Компания ежегодно перевозит все больше и больше товаров народного потребления. Значение железнодорожного транспорта в экономике Якутии высок, и коллектив прилагает все усилия для выполнения поставленных целей.
196 случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за сутки. Это данные регионального оперштаба. На Якутской из этого числа приходится 87 случаев. Большое количество заболевших зарегистрировали в Нерюнгринском районе 14 пациентов, Мирнинском 15 и Мегино-Кангаласском 13 человек. Снижение отмечается в Алданском районе. Там зафиксировали 10 заболевших. За сутки от COVID-19 в Якутии скончались 6 человек. В Якутии назвали победителей 5-го дальневосточного конкурса «Я инженер» среди школьников. Он прошел в дистанционном формате. Экспертному жюри, в состав которого входят члены Высшего инженерного совета республики, ребята представили свои работы. Участники конкурса решают такие практические вопросы, как уличное освещение, сбор сена, сохранность бруса деревянных домов и даже делают крема на основе чешуи карасей. Многие работы уже внедрены и используются на промышленных предприятиях республики. Жюри определило 3 победителей, которые получат ценные призы от фонда поддержки гражданского общества «Точка опоры». Акционерное общество РНГ строит в Алмазном регионе заводы, дороги и мосты. Доставка материалов для таких больших объектов задача не из легких, а отсутствие круглогодичной дороги и погодные условия добавляют трудностей. Как нефтяники доставляют грузы с материка в Якутию, выясняла Анна Винокурова. Якутия – регион со сложным ландшафтом и суровым климатом. Доставить сюда груз – задача непростая, особенно когда речь идет о больших объемах. Зимой в республику грузы доставляют по автозимнику, летом в основном по воде и суше. Но 2 раза в год, осенью и весной, республика буквально оторвана от большой земли. Чтобы выстроить оптимальные маршруты для поставки груза в Алмазный регион, акционерное общество РНГ создали дочернюю компанию «РНГ Снабжение». Вообще все недропользователи, которые заходят на территорию республики по освоению полезных ископаемых, они испытывают определенные сложности. Это в связи с тем, что не до конца развита инфраструктура, не до конца есть обустроенные дороги до места локации кустовых площадок там и так далее. Поэтому есть сложности, с которыми приходится сталкиваться, но эти сложности разрешимы. РНГ «Снабжение» – компания полного логистического цикла. Предприятие обеспечивает комплекс услуг по закупке и поставке заказчику материалов. Складские базы есть в Москве, в Усть-Куте, в Ленске и в Мирнинском районе. Это позволяет компании быть независимым транспортно-логистическим оператором и не подстраиваться под условия рынка. Сотрудники имеют необходимый опыт и знания для обеспечения сложных проектных работ, связанных с закупкой негабаритных и нестандартных грузов, также для их поставки в удаленные и труднодоступные районы. Особое внимание мы уделяем безопасности труда на производственных объектах. Ежедневно мы проводим освидетельствование наших автокранов, ежедневное освидетельствование нашего рабочего персонала. И особое внимание уделяем безопасности производимых работ на наших базах. Большая часть грузов компании РНГ поступает в Усть-Кутское отделение. Дальше до Якутии их доставляют 2 способами – прямым автомобильным транспортом и смешанным водным. Грузы бывают 2 видов – нефтеналивной и сухогруз. Для доставки последнего по навигации у компании есть свой флот. С 2016 года для перевалки грузов в Ленском порту РНГ активно сотрудничает с Алмаздортрансом, предприятием «Алроса». Коллектив компании, работающий на Ленской площадке, имеет достаточный опыт работы и опыт знаний в данной работе. Что хотелось сказать, в объемах переработки, если смотреть по сторонним клиентам, занимает 3-е место. В 2021 году РНГ «Снабжение» примет и доставит через свои базы 25 тысяч тонн груза. Предприятие планирует развивать свой флот в Ленском речном бассейне, а также обустроить инфраструктуру на причале в Ленске. Грузы по заявкам заказчиков будут отправляться на объекты работ на месторождениях, без их доставки на центральный склад. Это повысит эффективность логистических операций, снизятся производственные издержки. Анна Винокурова, Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
Декабрь в Ленске выдался как никогда снежным из-за обилия осадков. Техника компании «Техносервис» работает в авральном режиме. И это несмотря на то, что трехлетний контракт на чистку дорог закончился еще месяц назад. Точнее говоря, его финансирование. На следующий год тендер пока тоже не объявлен. Если новогодние праздники выдадутся такими же снежными, то дорожники будут убирать городские дороги за свой счет. С середины декабря, получается, компания чистит. Было принято генеральным директором решение за свой счет. Получается, чтобы не допустить коллапса дорожного. Приносим свои извинения перед ленчанами за ополовку вдоль дорог и за кучи на парковках. Так как объемов вывоза нету, накопители все полны, объем был вообще колоссальный. И все будет вывозиться только по заключению новых контрактов. Сотрудники межмуниципального управления Якутска в 15-й раз проводят акцию «Подари волшебство». Полицейские в костюмах Деда Мороза и Снегурочки навещают своих подопечных. Это многодетные семьи, а также семьи с детьми, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Ежегодно к мероприятию присоединяются члены попечительского совета и предприниматели. Накануне был дан старт праздничной акции, и несколько десятков семей по всему городу уже получают сладкие подарки и игрушки из рук главных новогодних персонажей. Чуть-чуть стоим. Этой акцией мы хотим показать, что это правоохранительные органы, не карательный орган, а иногда могут прийти в образе Деда Мороза и Снегурочки и подарить добрые подарки перед Новым годом и сделать чудо для тех ребятишек, которые вряд ли дождутся подарков от кого-либо. К этой минуте у меня пока вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Берегите себя, носите маски и перчатки. Оставайтесь с нами.